За четверть века университет прошел немалый путь и сегодня является научно-образовательным центром республики с развитой инфраструктурой. На почтовой карточке с оригинальной маркой изображен главный корпус Ингушского государственного университета, который стал одной из архитектурных достопримечательностей Магаса. Всего 3000 экземпляров. Карточка уже поступила в продажу в отделение Почты России. Выпуск в оборот новой почтовой карточки – это целый ритуал. Особенно, когда тираж ее ограничен, как в случае с этими карточками. Гашение по традиции сопровождает официальная церемония. Право первыми оставить оттиск фирменного штемпеля представилось ректору вуза, одному из первых выпускников-отличников и нынешнему студенту-краснодипломнику. Для меня, если честно, было неожиданно, когда сказали, что я буду тоже сидеть с ректором, с гостями и поставлять печати, но все же, будучи уже выпускником 4-го курса, преподаватели меня подготовили к этому, и как бы волнения как такового и нету. Для меня это, как говорится, большая честь была находиться среди таких людей, которые достигли определенных высот. Хочется пожелать нашему университету плодотворной работы, всего самого лучшего и поздравить с юбилеем, конечно. Самая важная деталь – специальный штемпель, которым производится гашение. На нем указан день и место первого выпуска в обращение почтовой карточки. Интересно, что штемпель будет годен только один день, и уже завтра сотрудники почты отправят его в историю, а если точнее, в музей. Случай действительно уникальный, он довольно редок. Процедура вообще, каким образом происходит университет, в данном случае, как получил университет, заявил желание о том, что хочет получить почтовую карточку. Данный запрос поступает к нам, дальше мы его согласовываем в ГУПе, и ТЦ-марка воспроизводит это на карточке. Дизайн и все было разработано, естественно, университетом. Легко ли претендовать вообще на эту марку? На марку претендовать довольно тяжело. Там должны пройти специальный отбор, там проводится каким образом. То есть ФУГУП оценивает, действительно ли достоин. Выпуск этой карточки – один из символов особой роли и значимости для вуза и всей страны. Свидетелями исторического события для Ингушского госуниверситета стали и почетные гости. К собравшимся со словами благодарности обратился ректор вуза. Большое спасибо за ваш труд, за ваши усилия, благодаря которым университет превратился в один из ведущих образовательных центров округа. И особые слова благодарности дадут нашим студентам, которые нас всегда гордились, процветание нашему университету. Это далеко не первая карточка, посвященная нашему региону. В 20-летию образования Ингушетии они уже выходили с изображением башенного замка Вовнушки и города воинской славы Малгобека, затем и с изображением герба Магаса. Чуть позже, когда вся республика праздновала столетие известного поэта Джамалдина Яндиева, в оборот выпустили еще одну почтовую марку с изображением ингушского классика. Для филателистов, коллекционеров почтовых карточек они представляют ценность, особенно первого гашения, тем более, если они выпущены ограниченным тиражом и посвящены знаменательной дате. С нами уже коллекционеры различных регионов России связались, таких как Рязань, Магадан, Саратов и многие другие, также Москва. И вот, я думаю, что в ближайшее время коллекционеры пришлют нам свои замечательные коллекции, фото, видео, где наша замечательная карточка будет тоже находиться. Данная карточка будет иметь более высокую ценность, я думаю, со временем. Для нас, для университета, это исторический момент, и, я думаю, он запечатлеется в памяти истории нашего вуза как один из таких, можно сказать, и прорывных моментов, потому что университет по праву заслужил такую честь выпуска карточки. В научной библиотеке ИНГУ уже сформирован свой золотой фонд документации, книги, статьи, хранилище целой истории вуза. Свое заслуженное место в этой выставке отныне займет и эта почтовая карточка. Подписал сегодня во время гашения почтовой карточки, эту карточку таким образом. Коллектив университета с добрыми пожеланиями, ректор. То есть таким образом и юбилей университета зафиксирован, и автограф ректора для истории. Потому что пройдет много времени, я надеюсь, что университет у нас будет существовать многие десятилетия.
Вот это останется на память и такой вешкой важной, то есть 25-летие, свидетельством этого 25-летия, что она была отмечена не только нашим университетом, но и Федеральной почтовой службой. Марки на карточках, как птицы мира, маленькие заметки о том, что, может быть, на другом конце континента есть неизвестный до ныне адресату город, который откроет для него новых людей, новую культуру, а в нашем случае и новый вуз. Гашением почтовой карточки мероприятия ко дню юбилея не заканчиваются. Дату создания Ингушский госуниверситет отпраздновал еще в мае, но торжества продолжатся до конца года. Важным событием для студентов, преподавателей и абитуриентов станет также открытие учебно-лабораторного корпуса естественно-научных специальностей и спорткомплекс с бассейном. Значимые объекты будут открыты до конца текущего года. В общем, в Магайсе будет развернут целый студенческий городок. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Инал Аздоев. Новости 24.